Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре пятница, 30 июня. Сегодня республику посетит председатель Комитета Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Для Чувашии этот визит знаковый. Регион представит 3 значимых проекта, которые необходимо поддержать рублем. Речь идет о возведении нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы. До конца этого года планируют разработать проект. К слову, стройка поддержана Минздравом страны. Предполагается, что в новом комплексе будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь жителям республики. Второй значимый проект – это строительство спортивного комплекса с бассейном для школы Олимпийского резерва номер 9 по плаванию. 3 года назад здание учебного заведения было признано аварийным и закрыто. Оттого более 400 спортсменов вынуждены были тренироваться на разных спортобъектах. Вдохнуть новую жизнь намерены и в мемориальный комплекс космонавта Андриана Николаева. Он очень важен и в туристическом плане. К слову о визите в Чувашию руководитель региона Олег Николаев договорился с Анатолием Артамоновым на прошлой неделе в рамках Дней Чувашской Республики в Совете Федерации. Сегодня в Чувашском художественном музее пройдет форум для онкологических пациентов и их родственников ради жизни. Форум организовали с целью поддержать людей, которым сейчас необходимо подарить надежду и придать сил. Специально из Москвы приедет автор романа «Баловень судьбы» Сергей Федоров. Он выпустил автобиографичную книгу о том, как 6 лет боролся с раком и победил его. О силе духа расскажет и фотовыставка, посвященная женщинам, которые, несмотря на тяжелый недуг, радуются жизни. Также в программе форума тематические сессии по реабилитации, затронуты вопросы социальных мер поддержки, оформления инвалидности. Начало форума в 14:30. Каждую неделю мы мониторим соцсети, а в пятницу делимся результатами. Далее расскажем, какие темы жители республики особенно живо обсуждали в интернете. 2 рабочих выделено. Все нормально, ребята. Все четко. Вот так на Ишлейском шоссе латают дыры в асфальте. Рабочие черпают землю с обочины и наполняют ей углубления на автотрассе. Возможно, это какая-то новая технология, о которой обыватели не знают, недоумевают пользователи интернета. Все рыбы наверху, все рыбы погибают. Это катастрофа. Неравнодушные жители Комсомольского округа выложили видео, на котором зафиксировали массовый мор рыбы. Такая ситуация сложилась на реке Кубня. Специалисты Росрыболовства вместе с Чебоксарской природоохранной прокуратурой выехали на место. По предварительной версии, мор могло вызвать накопление иловых отложений органических загрязнений, которые поступают из близлежащих жилых домов. К слову, ихтиологи насчитали больше 9000 экземпляров погибшей рыбы. Жители Чебоксара предупреждают, в новоюжном районе города завелся уж больно заботливый молодой человек, который проверяет, не оставили ли водители открытыми двери авто. Предприимчивого парнишку заметили в 3 утра на улице Шумилова. О его истинных намерениях остается только гадать. В Чебоксарах назвали самых талантливых ребят, поющих на чувашском языке. В столице республики подвели итоги фестиваля «Кемельсаза». Молодые певцы ансамбля собрались в ДК имени Якова Уксая. Приехали они из Башкортостана, Тюменской, Ульяновской, Оренбургской областей. Среди солистов отличилась Дарья Маранькова из Козловского округа. А среди коллективов музыканты из Янтиковского ансамбль «Азамлах». Фестиваль организовал Чувашский нацконгресс. Все деньги, собранные от проведения гала-концерта, направили на помощь военнослужащим. Послушать чувашские песни можно будет на этих выходных и в Москве. Напомню, завтра в парке «Сокольники» пройдет всечувашский Агадуй. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».